1200 собак в приютах сегодня, на сегодняшний день, в двух пунктах передержки. И если мы будем этих собак содержать без выпуска, а что надо делать, собственно говоря? Потому что завтра эти собаки кажутся на улице, и риски очень большие, что что-то может случиться. Поэтому 105 миллионов рублей на их содержание будет нужно, на содержание, без учета строительства приюта, без учета того, что они могут заболеть, на это тоже нужно закладывать деньги. Поэтому объемы финансирования должны расти в экспоненциальный приводит, соответственно, так же, как и растет количество по факту. Поэтому говорить нужно закон хороший, гуманный, как говорят все зоозащитники. Я не против, я не за то, чтобы там умерщвлять всех собак без разбора, но я на практике нахожусь и отвечаю за этот вопрос, поскольку часть этих полномочий передана сегодня муниципалитету. Сам подход, когда вот есть государственные полномочия, но переданы не в полном объеме, не дофинансированы в полном объеме, они могут порождать такие вот вопросы. А только муниципалитеты, только отдельные субъекты не смогут решить без федеральной поддержки. Революционное изменение закона. То есть до этого всегда была работа по регулированию популяции, и раз в один день решили, что нельзя убивать вообще, нельзя отлавливать и необходимо выпускать обратно. Это революционное изменение. Соответственно, это все изменение прошло без обеспечения финансовых средств. И вся вот эта вот проблема, она будет дальше докручиваться. И вот эти вот те мероприятия, которые сейчас принимаются в рамках усилений, они несут характер ЧС. Вот мы сейчас работаем в рамках ЧС, которое было введено на территории города Якутска. Мы расходуем средства резервного фонда. Из резервного фонда мы обычно расходуем средства на противоковидные мероприятия, на мероприятия, связанные с ремонтом жилого фонда, когда какие-то случаются аварийные ситуации. Вот это вот все деньги сейчас пойдут на собак. У людей разное эмоциональное состояние. Да? Здесь просто нужно говорить фактами. И там много информационного шума, и группа людей, которая сегодня причисляет себя к зоозащитникам, они, конечно, полемику ведут очень агрессивную и зачастую, которая не подкреплена абсолютно никакими фактами. Я просто публично не говорил до этого, но могу сказать, что сейчас в Инстаграме у меня в Директе и прочем просто полный трэш. Там проклинает мою семью до 7-го колена, мол, я перебил тут всех собак в городе Якутске, хотя нету ни одного факта в МВД, нету ни одного заявления, что у нас здесь идет какое-то убийство. Нет, все идет вообще согласно закону. Вот, реально сегодня брошены практически все возможные мобилизованные силы на вопрос отлова собак. Но вместе с тем нужно понимать, что вот мы их отловили, и вот у нас сейчас 1200 собак, и мы их не отпускаем. Их надо кормить ежедневно, каждый день. Ежедневно, каждый день. И мы разговаривали о том, что содержание одной собаки сегодня по установленным нормативам чуть меньше 300 рублей. И у нас есть собаки, которые уже 2 года содержатся в пункте передержки животных. 2 года уже. Это больше 200 тысяч на них уже потрачено на их содержание. И с точки зрения логики принятия решений, вот мы получаем деньги в субвенции без учета питания этих собак. А питание закладывается всего на 1 месяц. Вот все, что дальше происходит, это уже происходит в рамках тех или иных возможностей, которые обладает тот или иной муниципалитет, либо приют. Изначально идет к тому, что будут возникать такие моменты изначально. Вот сейчас закон пока идет, это очевидно, это математическая модель. Математическая модель, которая связана с количеством половозрелых особей собак на улице и количеством собак, которые на самовыд выпускаются. Будет расти количество собак, которые могут сношаться, и собак, которые стерилизованы. Поголовье будет расти однозначно. Закон о условиях говорит об этом. Сегодня у людей, проживающих в городах, абсолютно во всех городах, которые связаны, одно единственное закон, я считаю, правильное требование. Мы не хотим видеть такое количество собак на улицах. Я считаю, что это правильное требование, но ОСВ сегодня они обязывают выпускать собак в обратно, и их количество будет расти.
будет расти, собак будет становиться на улицах больше, больше, больше. Чтобы не становилось больше, единственный возможный вариант не выпускать обратно. Тогда давайте пересматривать нормативы, давайте разрешим кормить их, значит, не только значит, питанием, которое прошло через Меркурий, которое нужно покупать у производителей этих кормов. Сами посудите, до принятия закона собак не кормили когда не покупали корм определенный, там, который прошел через Меркурий. Как только это прошло, там 5 миллиардов только по сути дела на содержание собак по году по стране идет на закупку этого корма, прочего. Как будто ну, здесь разные могут быть умозаключения, но я к тому, что в наших условиях нужно быть реалистами. У нас есть я понимаю абсолютно людей, которые не имеют отношения к органам власти и не понимают разделения полномочий. Совершенно правильно, я тоже говорю, что вы делаете, где значит, решение задачи. Но разделение очень простое. Вот есть перечень вопросов местного значения, которые мы обязаны решать как содержание дорог, там, прочее. Это вот никто кроме нас это не должен делать, мы должны все силы на это делать. Есть госполномочия, когда передаются полномочия органов субъектов муниципалитета. И пока мы не обеспечили полностью вопросы местного значения, мы по закону, по уставу не имеем права тратить деньги на государственные полномочия, которые должны делаться субъектовым уровнем. Вот сегодня вопрос собак – это полностью по всей стране вопрос субъектов. И передаются полномочия у всех везде по-разному. Мне нужно единый унифицированный формат работы сделать по всей стране. Вот вам 30% условно федерального финансирования, 30% из этого, и вы 30% по закону должны поменять все свои уставы и деньги местных бюджетов закладывать там сотнями миллионов или десятками миллионов на вопрос решения собак, но не дофинансировать при этом дворовые территории, значит, содержание дорог, те вопросы местного значения, которые сегодня прописаны в федеральном законе 131. В общем, коллизии сложно. У нас в рамках наших муниципальных инспекций и контроля ограниченный императивный список того, что мы можем делать. Все остальное идет государственные полномочия. Государственные полномочия передаются согласно законов того или иного субъекта. У нас есть закон Республики 1288, который определен закрытый список полномочий, который передан нам по собачьему вопросу. Там нету формулировки или задачи перед нами знать общее количество популяций по городу. Вот учет тех собак, которые доставили в пункт передержки, их маркировка, вот эта задача. Но это все включено в рамках ОСВ. А владельцы где? Это уже задачи, которые должны решать департамент ветеринарии. Вот с этой точки зрения я согласен, я сам собачник, у меня собака уже давно, и я в принципе зарегистрирован, точно понятно, маркирована, чипирована моя собака, если что, то ее найти можно легко в любой момент. И соответственно я за то, чтобы все собаки владельческие, которые, такая же собака, как у меня, которая не прошла стерилизацию, должны платить налог. Вот если ты решил, что я решил, моему кобелю с яйцами будет лучше, тогда заплати налог. Или если ты взял собаку с приюта, но она стерилизована, что ты не платишь налог. Это справедливый подход для того, чтобы получить ту массу ответственности на людей, которые заводят собак. Но это не должно быть так, что ты завел собаку осенью, решил, что она тебе больше не нужна. Это же доказанный факт, что у нас, когда осенью к окончанию дачного сезона идет резкий рост популяции нестерилизованных собак на улицах, которые, соответственно, и вроде как и взял их человек и поступил с ними очень несправедливо. С другой стороны, мы сегодня, когда говорим об отлове, а сегодня только мы можем заниматься отловом, нужно понимать, что по городу Иркутску сейчас остались в основном стаи, которые, я так понимаю и уверен в том, что если там дальше разобраться, это собак и происхождение которых в некотором колене, уже в глубоком колене идет уличные собаки. Это не собаки, которые вчера были выброшены людьми. Это собаки, которые родились на улице и были воспитаны родителями, которые были рождены на улице, и обладают всеми необходимыми инстинктами и знаниями, как выживать на улице. Обычная хозяйская собака не выживет, они ее съедят.
Поэтому отловить их это очень технически сложная задача. Причем по отлову сегодня мы должны применять меры, которые максимально гуманным образом относятся. Да? То есть применение там всеразличных средств, значит, которые там могут быть, как покажется зоозащитникам, причинить вред, это нельзя. Ну и, соответственно, это все технологически очень сложно. Поэтому как отловить стаи собак, которые бегают сегодня вокруг лесов? Ну, по факту, смотрите, у нас, я сам живу в районе птицефабрики, значит, и вот сопка, там где гуляешь, и кладбище находится, в этих лесах живут стаи собак, которые ночью живут там, а днем могут выбежать куда-то, могут не выбегать, если поймать там косулю, либо белку, там, ну что-то, они питаются там. То есть это уже собаки, которые оседлым образом идут. И смотрите, у нас что есть? У нас в рамках отдельно взятого города Якутска есть ООПТ, особо охраняемая природная территория, на которой нельзя охотиться, на которой она создана для того, чтобы была популяция, там, возрождалась живности. Так вот там сейчас живут собаки. И ни о какой возрождении популярности живности там вообще речи быть не может. Очевидно, что при таком подходе мы даже когда увидим, что собаки уничтожают животных, телят там могут, косуль, ну все что угодно, докуда доберутся, и ты ничего не можешь сделать. Ты должен пойти отловить, а как отловить такую стаю? Каким образом? Тоже вопрос, который требует детально отталкиваться от практики. Ну, наверное, в крупных городах, где нет лесов рядом, там, может, такой проблемы в Москве нет, в центральной части. 1 200 000 рублей в Москве общее объем финансирования по этому вопросу. Конечно, да, наверное, такой вопрос. Но тогда, когда у нас по году 28 миллионов на все это дело выйдет, это будет поймать еще здесь, в центральной части, всех переловить. А что говорить про эти леса, как там, что это нужно? Где брать финансирование на такой сложный отлов таких собак? Тоже вопросов больше, чем ответов.